В 51-й исправительной колонии в Емве развернулась съемочная площадка. Одна из московских телекомпаний снимает на территории учреждения 10-серийный фильм «Декабристка», который выйдет на канале НТВ. Команда актеров самая звездная – Светлана Иванова, Дмитрий Муляр, Сергей Пускиполис. Как признали знаменитости, в местах не столь отдаленных работать еще не приходилось. Но романтика севера, колоритные пейзажи, неподдельные картины истории не просто по душе. Они помогают войти в образ. Ретро-драма основана на реальных событиях. Часть сцен происходит в сталинских лагерях. И именно в колонии Емвы сохранились деревянные постройки того века, идеально подходящие для фильма. Кстати, актерами стали и местные жители. Ольга Коняева наблюдала за историческим моментом. Ветродуй включаем? Все, Паш, вот так отстроено очень хорошо. Да. Паш, давайте разворачивайтесь. И Ира начинает командовать. Ирина Олеговна. Готовы они? Вы готовы, Паш? Да, развернусь. Снимать кино – дело интересное, но непростое. Команда телевизионщиков из Москвы, а это 80 человек, на площадке в Емве с 7 утра и до вечера. Экстремальные экспедиции – так здесь называют работу над фильмом в коме. Все съемки уличные, завывающий ветер у всех, несмотря на обмундирование полярников, замерзшие носы, руки и ноги. Но дубль за дублем продолжается работа, пока каждая мелочь не станет идеальной. Давай, крупнее. Новую вышку вырезаем. Вот так собаки хорошо. Да, Паш, все на исходное, больше не надо. В этой сцене среди вновь прибывших в Ангарский исправительно-трудовой лагерь заключенных и главный персонаж сюжета Алексей Левицкий, в прошлом успешный столичный адвокат, попавший под ложное обвинение. Это Дмитрий Муляр. И только когда артист подходит ближе, становится узнаваемым. Впрочем, образы у героев здесь такие, что и они с трудом признают друг друга. Я себя уже ощущаю достаточно дома в плане в шкуре этого человека, да. Ну, человек, который попадает в такие условия, и, собственно, у него начинается борьба за выживание в буквальном смысле слова, да. То есть он вот с самого начала, с самых азов начинает проходить этот путь, который от сумы и от тюрьмы, как говорится, то есть которым он никогда. Ой, Господи, это Света, Слушай, это просто не узнать. Главная героиня Светлана Иванова по сюжету невеста Левицкого едет с ребенком за любимым в Иркутск, который, по слухам, в лагере умер. Устраивается уборщицей, а потом и секретарем в суд. Но там совершает такое, за что сама оказывается в колонии. Зато освобождает не только жениха, но и десятки других, как ей кажется, невинно осужденных. История про реально жившую когда-то женщину, которую звали Зинаида Левицкая. Она работала в суде и в какой-то момент заметила, что ее начальник подписывает многие документы не глядя. И она стала печатать ненастоящие постановления об освобождении заключенных из лагерей. Поскольку она работала в суде секретарем, она часто имела отношения с этими делами, и ей казалось, что вот там кто-то осужден несправедливо и так далее и тому подобное. И она освободила огромное количество людей. Актриса пробудет у нас недолго уже сегодня, ее самолет. К тому же еще по пути сюда Светлану продуло. Как призналась знаменитость, ее покорили наши сумасшедшие пейзажи, богатые лесом и реками. Все, что я вижу, мне нравится, даже в таком не самом романтичном месте. Суровые края или нет? Мне кажется, природа такая могучая, что она все пересиливает. Мне кажется, это главное у вас. Встреча с известной актрисой необычайно обрадованы жительницы Емвы. Им, более того, удалось сняться с главной героиней в одной сцене. Так что ищите знакомые лица в фильме «Декабристка». Очень нравится. Мы все в восторге. Первый раз у нас такое в жизни, поэтому мы просто в шоке. Непередаваемо. Нам и нравится. Очень интересно. Да. Очень... И мы в таком одеянии хорошем, красивом. Поэтому когда мы еще так оденемся? Уже почти звезды передали всем большой позитивный привет. Привет! Сотрудники исправительного учреждения играют охрану, поселенцы и массовку. Они же приложили руку к декорациям. Плакаты, портреты тех лет, небольшие постройки. Даже колючая проволока натянута продольно, а не трубой, как это делают сейчас. Поработали с ребятами, здесь в Москве были декораторы, художник-декоратор. Вот с ребятами они приезжали, здесь уже уехали. Вот с ними поработали. То есть, интересно вообще было. Полностью, да. Полезная информация много для себя приняли.
Сейчас здесь все как в середине прошлого столетия. Специально для фильма участок колонии поселения преобразили. Здания искусственно состарили, превратив их в бараки. Поставили наблюдательную вышку и трибуну, за которой будет проходить заседание выездного суда. Здесь главная героиня и встретит своего якобы погибшего возлюбленного. На землю Коми ненадолго ступила и нога заслуженного артиста России Сергея Пускипалиса. Он по фильму «Судья» сыграет в жизни декабристки значительную роль. Он раскрывает ее проделки, но впоследствии и прощает. Местная, конечно, фактура тут такая очень честная, настоящая, соответствующая сюжету в этом фильме, достаточно суровому, такому трагическому нашего прошлого. Внимание, тишина, приготовились к съемке. Съемочный процесс четко выстроенный, подчинен не только графику артистов, но и погодным явлениям и, конечно, командам режиссера. Ирина Гидрович известна по фильмам «Товарищ Сталин», «СМЕРШ. Легенда для предателя». Историческое кино – ее конек. Съемки проходят прекрасно, погода хорошая. Ну, как обычно, мы не всегда совпадаем, когда нам нужно солнце, у нас пасмур, когда у нас пасмур, нам нужно солнце. Но мы такие непостоянные люди в этом, как все киношники. Но мы справляемся, спасибо. Главное, что у вас есть снег. В Москве снега нет, а здесь есть снег. А мы счастливы. В Коми киношники пробудут до середины апреля. Большая часть съемок проходит в Москве и Калуге. И несмотря на то, что финальную сцену фильма уже сняли, здесь, в Емве, работа впереди грандиозная. Впрочем, первые поклонники декабристки уже есть. И они с нетерпением ждут выхода картины на экран. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Емва.